15 человек нам подключилось. 15 всего, да? Пока так, 15. и мы потом, каким образом я перейду на свою? Вот на критерии, да? Все, можно начинать. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара по анализу олимпиадных заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. От лица регионального центра по увеличению поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми мы приветствуем вас. Сегодня наш вебинар будет посвящен предметному русскому языку. Проведет вебинар Королева Татьяна Павловна. Она является председателем жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Итак, передаем вам слово. Потом, если что, вы можете уже в рабочем порядке ко мне обращаться. Здравствуйте, дорогие участники Олимпиады, а также их наставники. Приветствуем всех, кто собрался сейчас на этот вебинар. Представляю свою коллегу, которая будет со мной вместе работать, Светлана Степановна Мигунова, доцент кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета. Значит, наша задача сегодня, как мы ее видим, это показать, какие могли быть ответы и какие ответы мы учитывали, какие правильные ответы мы учитывали, и, может быть, немножечко коснемся тех аспектов, которые, на наш взгляд, к сожалению, были не совсем правильными или вообще были неправильными. А также наша задача ответить на ваши вопросы, вы можете их задавать в чате. Итак, начинаем комментировать. На экране у нас будут сами задания и ответы, примерные ответы, то есть представлена будет модель ответа и некоторые критерии оценивания. Вы можете познакомиться, но мы будем кратко комментировать соответствующие выполненные работы. А в конце всей нашей работы мы познакомим с протоколом заседания жюри, где уже будут отмечены баллы, которые получили участники, и вы можете познакомиться с этими баллами. Итак, начинаем с 9 класса. 9 класс, первый вопрос. Передаю слово Светлане Степановне, пожалуйста. Первый вопрос. Здесь предлагается стихотворение. Стихотворение оно выведено, да? Я его не буду читать. И к нему задание. Для 9 и 10 класса 4 задания в составе первого вопроса, для 9 класса, для 10 и 11 там есть еще один 5-й вопрос. Итак, первый вопрос, вот на основе этого стихотворения, из какой части России родом готовивший Бигас герой стихотворения. И ответ предполагается следующий: из северной части России. Причем сразу хочу сказать, что вот здесь были у нас очень разнообразные ответы у детей. Частные ответы были с Урала, из Коми кто-то написал, из Вологодской, Архангельской области. Ну вот такой вопрос, он не учитывался, потому что это сужение ответа. Ответ предполагается из северной части России. Далее, здесь же еще один вопрос. Какие строки данного текста позволяют это определить? Ну, строки все отметили дети. Вот здесь строчки округлить губы на букве О. Аргументируйте свой ответ. И вот в критериях оценивания в качестве аргументов было следующее. Посмотрим, значит, что это носитель окающего произношения, то есть вот оканье нужно было отметить. Далее, что произносится на месте, что произносится звук О, а не А, это второй пункт. И дальше, третий, четвертый пункт, как в литературном языке, третий или четвертый в других диалектах. Поскольку здесь 2 балла за аргументацию, значит, вот делим на 4 по 0,5 балла
за каждую из этих составляющих ответа аргументации. Первый вопрос. Второй вопрос. Какие слова автор стихотворения произносит в соответствии с сейчас уже устаревшей, но еще не так давно существовавшей нормой русской орфоэпии? Ну и как это можно понять? Ответ правильный. Влюбилась и боюсь. Здесь в стихотворении с твердым согласным. Почему? Потому что нужно смотреть рифму. Вот готовил Бигас, крепок был союз, та, что я влюбилась, получается, и в тот, что я боюсь. Поэтому в качестве ответа нужно было, во-первых, назвать вот эти слова «влюбилась и боюсь», и обязательно отметить вот эти за упоминание рифмы при объяснении использования устаревшей орфоэпической норме 1 балл, ну, за каждое верно названное слово по 1 баллу. Слова называли некоторые учащиеся, хотя не все, потому что тут очень многие начали называть слова с безударными гласными какими-то. Называли и слово округлив, и слово готовил, и что-то там о безударных гласных начинали говорить. Рифму назвали всего несколько человек. Дальше, третье задание по этому же стихотворению в составе первого вопроса. Какие в этом тексте последние звуки в словах крепок и как? Почему? Что нужно было отвечать? В конце слова крепок произносится звук г, так как следующий согласный звук в тексте, который идет за этим словом, это звук б, звонкий. Там строчка крепок, был союз. В конце слова как произносится звук к, так как дальше следует глухой согласный ф, как всегда. Причем, смотрите, обратите внимание на критерии оценивания. За верно указанные звуки по 1 баллу, за к только при наличии правильного объяснения. То есть за каждое слово по 1 баллу, но за к, то есть в слове как там этот балл только если есть правильное объяснение, плюс объяснение еще за каждого слова еще 2 балла. Сразу хочу сказать, какие здесь ошибки были. Ну, во-первых, почему-то многие дети не совсем правильно поняли задание. Тут спрашивается последние звуки. И дети писали звуки последние в каждом слове, причем последние не поняли, как вот 2 последних. Крепок ок называли звуки, как ак называли звуки. Это одно, но это не самое страшное. Вторая ошибка, когда 2 вот эти слова объясняли вместе. Вот. Крепок и как. Ну, понятно, что здесь вместе объяснить нельзя, поскольку здесь звуки разные на конце. Вот. Но даже вот если дети писали, было во многих работах, когда писали, например, так, что в словах крепок и как на конце звук к или на конце звук г. И то я один, но поскольку один получается ответ правильный, я засчитывала как один правильный, другой неправильный. Вот это задание. Следующее в составе это же вопросы. Какие звуки произносятся в слове «счастье» на месте каждой из 2 букв «с». Ну, здесь в первом случае «щ», во втором «с», причем нужно было отметить мягкость. Видите, здесь критерий оценивания за каждый верный звук, сколько только при наличии обозначения мягкости по 1 баллу. Я думаю, здесь все понятно. И для 10-11 класса в составе этого первого задания был еще один вопрос. В выделенном фрагменте найдите слово, в котором написание буквы противоречит основному принципу русской графики орфографии. Покажите эту букву. Не все называли правильное слово, но слово это сегодня. Здесь за то, что названо правильное слово сегодня, полбалла. Дальше, что нужно было еще здесь вот по требованиям назвать, что вместо буквы Г произносится звук В. За это еще полбалла.
И здесь еще было одно задание, нужно было указать третий согласный звук в данном слове. Третий согласный звук в слове сегодня это звук «д» с мягкостью. Ну, очень большое удивление у меня вызвало, потому что много детей назвало звук «в» как третий согласный. Вот если назывался правильно звук «д», за это давался 1 балл. Дальше еще здесь за что баллы? При указании на то, что следующий за «д» согласный мягкий 1 балл. И что он образуется в том же месте 2 балла. Ну, в том же месте, если дети писали, что это рядом стоящие звуки, то я тоже эти 2 балла начисляла, хотя в основном об этом мало кто писал. Основной принцип, здесь вот я просто прочитаю, указание на основной принцип графики морфологический, морфематический, фонематический не оценивается. Почему я просто прочитала? Потому что никто даже не пытался этот принцип назвать. Это первое задание. Второй вопрос. Второй вопрос. Здесь были для всех классов предложены анаграммы. То есть это словесная игра, которая состоит в перестановке букв в слове или словосочетания, в которой образуется новое слово. 9 класс. Анаграмма пима миноры, а мимо ноты. И задание было такое. Запишите в алфавитном порядке лингвистические термины, спрятанные в анаграммах. 5 предложений предложено было. Я вам все читать не буду, а только те, вот, в которых были эти анаграммы вот, спрятаны. Белая ворона, черные снега. Вот белый, черный – это антонимы. Цифра 2 должна была быть. В 3-м ключ от квартиры упал в горный ключ. Это амонимы. 3-е предложение, 3-й пример. И 5-й пример. Предоставьте мне справку, что я вам представил справку. Это паронимы. 5-й пример. Предоставьте, представил. Причем здесь даже такая подсказка была, что эти термины стоят в форме именительного падежа множественного числа. За каждый термин их здесь 3 по 1 баллу, то есть 3 всего получается. И если, соответственно, пример назван, то еще за каждый пример по 1 баллу. Это 9 класс. В 10 классе другая анаграмма была Мирон, а тема Тимофея. Ну, а задание то же самое, найти термины, которые спрятаны. Здесь были такие термины, здесь всего 2 термина, метафора и метонимия. Съел, шутя, тарелки 3, это метонимия. И печеное яблоко закатилось, это первое предложение, печеное яблоко закатилось за горизонт, метафора в 3-м предложении. Тоже по 1 баллу за термин и по 1 баллу за пример. И здесь 11 класс. Итак, анаграмма была «Спи, Нину вылепит зим сон». То же самое задание найти термины, спрятанные в предложениях. Здесь 2 термина было. В первом предложении не просто хороший, а лучший мой друг. Это суплетивизм. Причем здесь опять же была подсказка небольшая, примечание. Один из терминов дан в форме именительного падежа множественного числа. И в 5-м предложении бегемот, гиппопотам, доброе создание. Это синонимы. Синонимы называли дети, а вот суплетивизм ни один учащийся не назвал. Это по 2-му заданию. Все. Возвращаемся к 9 классу. Это вопрос 3. Здесь были даны пары слов, и нужно было объяснить, какие семантические отношения в этих парах слов. Здесь ответ, сейчас я вам его покажу, модель ответа. Здесь нужно было вывод сделать о том, что в русском языке названия негативных чувств этимологически связаны с обозначением физического воздействия, которое испытывает человек, находящийся в этом состоянии.
Вот, к сожалению, не все выполнявшие это задание увидели негативность в названии этого процесса. А вот второе задание, там, где у нас были слова «печаль печет», «кручина крутит», это практически выполнили все достаточно хорошо. В целом здесь вот максимум баллов был 12. В 9 классе обратимся к 4-му вопросу. Здесь мы читаем предложение из Пикуля в конце 1734 года. Место президента в Академии наук оказалось упалое. И нужно было подчеркнуть, вот это подчеркнутое слово проанализировать с точки зрения упалые. И здесь ответ, естественно, свободное, незанятое, вакантное. Все эти варианты, они принимались. Вот, а там, где у нас второе, нужно было целиком словосочетание показать, упалое место, вот, к сожалению, иноязычное слово «вакансия» здесь не во всех работах мы обнаружили. Дальше, здесь во втором задании нужно было описать 4 разных значения слов, со словом тоже упалая, упалая вода, упалая изба и так далее. Здесь в основном ребята справились достаточно хорошо. Единственная сложность была связана с выражением упалая изба. Некоторые ученики ответили, что это бедная изба. Кроме того, здесь нужно было, конечно, увидеть еще и такой нюанс семантики, как разоренная изба. Вот, к сожалению, вот этого мы практически не увидели. И нужно было еще показать в представленных значениях общую идею. Вот общая идея здесь как раз заложена была идея спада, движения вниз, и это нужно было отразить также в таблице, которая здесь у нас представлена была. Так, вот эта таблица, вот ответы. Опять же, здесь вот притаившийся, спрятавшийся со словом «зверь», вот этот момент вызвал небольшое затруднение у ребят. Переходим к 5-му вопросу. Здесь нужно было вставить пропущенные слова, которые исторически восходят к одному и тому же корню, представленному в разных фонетиках, орфографических вариантах. Вот это задание выполнено было достаточно хорошо. Ответ сейчас я вам покажу. Так, где у нас ответ? Так, ну вот ответ. Придется, наверное, так. Проныра, существительное с приставкой, обозначает ловкого человека, это проныра. Прилагательное в значении унылый, печальный, понурый. Существительное без приставки, которое обозначает водоплавающую птицу, это нырок. 4-е вызвало некоторые затруднения. Прилагательное с приставкой со значением крайне утомительный. Здесь нужно было обратить внимание не просто утомительный, а крайне утомительный. Поэтому здесь, конечно, только принимался ответ изнурительный. Глагол без приставки, который обозначает исчезать из виду, это нырять или нырнуть, принимались обе формы. Нору практически все назвали, вот со словом изнурение, которое показывает крайнюю степень усталости, здесь были проблемы. Ну и, конечно, вот это устаревшее слово «нура», которое обозначает мрачного человека, ворчуна, это, конечно, вызвало затруднение. Ну а варианты корня, они сами по себе здесь уже вырисовываются, это ныр, нур и нур. За каждое слово давался 1 балл, за каждый вариант тоже 1 балл. Здесь всего было 11 баллов. Задание 6-е. Нужно было слова, которые здесь даны, распределить на 2 группы. Причем с точки зрения семантики и с точки зрения морфемики. Вот с точки зрения семантики практически все увидели,
что общее значение здесь негативное значение, которое вот представлено в этих словах. А вот с точки зрения морфемики оценивалось и то, и другое по 1 баллу. Здесь, конечно, нужно было увидеть приставку «про», которая есть во всех этих словах. Второе задание нужно было разделить на 2 группы с точки зрения, опять же, морфемики и морфологии. И вот здесь, конечно, были разные, самые разные ответы, но очень мало кто увидел, что в первой группе нет суффикса «ец», а вторая группа – это все слова имеют суффикс «ец». Были попытки представить здесь другие основания, рассматривали с точки зрения, допустим, там, с точки зрения каких-то других компонентов, но не все смогли правильно это подобрать примеры. И вторая группа, нужно было увидеть род и склонение. Вот то, что существительное мужского рода практически все отметили, а то, что существительное есть общего рода, к сожалению, очень немногие отметили. А третий аспект, в чем особенность семантики исходных производящих слов для всех данных примеров, здесь практически увидели глаголы движения со способом проникновения. То, что в основе лежат глаголы движения, практически все мы увидели, но вот нюанс этого глагола движения, который предполагает способ исполнения этого движения, то есть способ проникновения еще во что-либо, вот, к сожалению, вот этот аспект не был всеми представлен. А последнее нужно было показать, в чем особенность производящих слов для примеров пройдоха, проходимец и так далее. Здесь идея ходьбы, идея двигаться пешком, вот эта идея, она была практически всеми обозначена. Далее вопрос номер 7, пожалуйста. Для 9 класса было следующее задание. Вот здесь было дано 8 предложений со словом «поздравление». И вопросы были такие. На основании анализа этих 8 примеров определите, от чего зависит падеж подчеркнутых слов. Аргументируйте свой ответ. В первых 4 предложениях слово поздравление мамочки, поздравление попечителям. То есть слово поздравление управляло существительным ударительным падеже, а с 5 по 8 предложение тоже слово поздравление управляло существительными в родительном падеже, например, в итоге поздравление прихожан или поздравление академика. Итак, первое, что дети должны были определить, это от чего зависит падеж подчеркнутых слов. Ну, не все вообще это сделали, многие писали какие-то слова, что-то отношения, там, большинство просто вопрос задавало и писало, какой падеж. Но вот на что я еще хотела бы обратить внимание, многие дети вместо слова значение использовали слово смысл. Ну, понимаете, что все-таки это не совсем однозначные слова, хотя мы, в общем, решили, что для детей мы учитывали этот ответ, вот, когда они говорили, что зависит от смысла. Причем даже не так, не писали «зависит от смысла», просто пытались объяснить значение, ну или как дети писали смысл этих слов. Ну, то есть слово «смысл» мы тоже принимали, хотя это, конечно, может быть не совсем все-таки слова синонимичные. Далее, это вот для 9 класса задание, а для 10-11 здесь будет другое задание. Общее задание было, тут было даны некоторые теоретические сведения, вот есть, сейчас выведем, нет? Нет, сейчас. Давайте мы выведем, чтобы учителя могли видеть.
Вот. Ну, тут некоторые сведения из науки нарратологии, то есть это теория повествования, научная дисциплина, которая изучает повествование, повествовательные тексты. Ну и говорится о том, что рассказчик это 7-е задание для 10-11 класса. Это потом. Давайте мы немножечко попозже это сделаем. Потому что здесь еще 8, здесь будет еще... Мы не закончили 9. А я сразу по всем... Неудобно так, там 9 класс. Ну, хорошо. Давайте, извините, пожалуйста, давайте вернемся к 9 классу. Так, 9 класс, здесь у нас 8 задание. Так, 8, да? Так, задание 8. Так, значит, задание, оно было так же, как и 6-е в 10 классе. 8 задание, и как 8 в 11 классе, нет, как в 10 классе. Значит, здесь у нас получается вот что. Даны были 6 предложений, которые взяты из произведения художественной литературы. Здесь столько, столь. Так, скрепы здесь у нас столь же, сколько. И распределить эти предложения на 2 равные группы. На 2 равные группы. Вот с этим заданием ребята хорошо справились, потому что здесь нужно было посмотреть уже сразу. Так, я сейчас открою вам ответ. Так, в первую группу 2, 4 и 2, 1, 2, 4, группу 2 предложение 3, 5, 6. Здесь в одной из групп разные признаки, которые касались одного и того же объекта, а в другом характеризовался один объект с точки зрения разных признаков. Но это задание оказалось под силу практически всем. Здесь очень многие ребята набрали 7 баллов. Это был максимальный балл. Так, теперь 9 задание. Где у меня 9 задание? 9 задание. Так, сейчас я его найду. Так, это 8, это 9. Нет. Так, ладно, давайте посмотрим. Здесь нужно было прочитать предложение на древнерусском языке и ответить на эти вопросы. Подсказки здесь у нас даны были в примечаниях. Так, буквальный перевод. Так, буквальный перевод значил так. Сын, когда вода потечет вспять, то есть обратно, или птица полетит задом наперед, или эфиоп побелеет, то бишь посветлеет, или желчь станет, как мед сладкой, тогда безумный поумнеет. Вот в этом переводе не все обратили внимание на выражение «птица полетит задом наперед». Некоторые писали «птица полетит назад». Здесь надо было увидеть вот то, что говорится о невозможных вещах. Вода не может течь вспять. Наверное, эфиоп тоже не может посветлеть. Желчь, как мед, наверное, тоже не станет. Поэтому вот самое сложное было увидеть, что птица полетит задом наперед. Дальше второй вопрос. Объяснить, используя данные контекста, почему перевели подчеркнутое слово из первого предложения именно так. Здесь отдать долг нужно было показать или вернуть обратно скот. И то, и другое принималось. Так, по третьему я уже сказала. Так, теперь третье задание. Третье задание, оно было... Третье задание. Так, указать, какое прямое значение прилагательного, от которого было образовано существительное «синс». Так, и здесь в основном показали, что это прилагательное «синий» в значении
цвета синий. Ну а какое отношение этот цвет имеет к Эфиопу? Вот с этим аспектом, наверное, не все разобрались. Здесь могло обозначать темный, черный. Сравните истинно черный. Если мы говорим о цвете истинно черный, то здесь подразумевается некий блестящий отлив, который напоминает синий цвет. Поэтому здесь вот представлен был синий цвет. Дальше 4-е задание практически все сделали. Отметили когда, иногда, всегда, тогда. 5-е задание нашли с неполногласным, усладеет. И дальше работа шла со словом «сладкий». Исторически родственное слово «сладкий» из 2-го предложения – это соль. Отсюда поговорка «без соли не сладко, а без хлеба не сытно». Сладко в значении здесь вкусно. Ну, то, что металл белого цвета, это все обозначили. И наречие сравнительной степени легче и начальная форма легко большинство тоже обозначили. Так, это было, кажется, последнее задание в 9 классе. Так, переходим к 10 классу. Так, Светлана Степановна, 1-е задание вы объяснили. И 2-е тоже. Так, и 2-е задание тоже объяснили, так, с анаграммами. Так, 3-е задание. Так, сейчас мы найдем 10 класс. Так, 10 класс. 3-е задание. Так. В 3-м задании даны были строчки стихотворения Ходосевича «Мышь», и там, наверное, всех смутило вот это слово «зверок». И в связи с этим были задания. Значит, 1-е задание, слово «тихонький» интересно тем, что уменьшительный суффикс прилагательного выглядит как «еньк», но в некоторых случаях можно было показать и «оньк». Допускались варианты «тихенький» и «тихонький». И вопрос нужен был, вернее, задание, привести попримерно каждый из этих согласных. И здесь ребята называли разные моменты, но не называли, вернее, кроме заднеязычных, х, г, к, называли еще другие моменты, кроме заднеязычных, но забывали при этом о том процессе, который здесь касался. Это отвердение. Например, такой был, например, пень, пенек. Но здесь в слове пенек не оставался мягким, и ни о каком отвердении здесь речи не было. Значит, здесь в модели ответа нужно было показать слова с г, к и х. Например, высоконький, легонький. А 2-й ответ здесь не засчитывались слова желудок и подгузок, поскольку они не уменьшительные. И слова пяток и десяток не зачитывались, тоже поскольку 5 и 10 несуществительные, как это требовало условие. Здесь максимально было 10 баллов. Переходим к 4-му вопросу. Так, здесь дано было высказывание в одной из псковских грамот первой половины 15 века. И здесь выделено было слово «приворотки». Нужно было вставить слова и объяснить это слово «привороток». Ну, здесь ответ такой получается. Так. Вот ответ. У слова «привороток» однокоренное существительное – это «ворот». Так, вот оно, да? Ворот. Дальше шея, 2-е слово. Пришитую к вырезу этой части в русском языке это воротник.
воротник. А если мы объединим два варианта, и шею, и воротник, то получается такое интересное слово «шиворот». Шиворот, которое у нас осталось во фразеологическом сращении. Шиворот на выворот. Вот с фразеологизмом нужно отметить, что некоторые ребята только написали на выворот, но это, наверное, не совсем точно, потому что фразеологизм состоит из этих двух компонентов. Дальше у нас слово «нарожник» требовалось показать. Нарожник, и это слово у Мариенгофа использовано, но в иноязычном варианте. И вот это пропущенное слово предполагало слово «кашне». И только в нескольких работах это слово «кашне» мы увидели. К сожалению, другие не догадались об этом слове. Дальше. Исконно русские слова с полногласиями. Это было слово «полотно». Так, если мы соединим неполногласный с нулевым окончанием, то получается это слово «плат». И если мы прибавим уменьшительно-ласкательный словик к слову «плат», то, естественно, получается слово «платок». Дальше. Последнее слово, которое мы определяли, это было таким образом «приворот». Можно на русский язык передать словом, вот учитывая все это вот предыдущее, как «шейный платок». У слова «приворот» есть много исторических родственников, и вот здесь они в этом тексте были даны в разных вариантах. Одно из них высокого стиля. Вот здесь, конечно, которые показывают часть иконостаса. Здесь очень немногие ребята догадались, что это царские врата, так называется часть иконостаса. Полнозначный, который указывает на конструкцию, вращающуюся вокруг своей оси, это ворота практически все назвали, они могут вертеться, вращаться, это тоже все назвали. Со словом «поворот» практически тоже мы могли назвать многие работы. Вот со словом «изворотливый» здесь немножечко посложнее было. Принимались изворотливый, и увертливый, и верткий. Другой исторический родственник, который тоже связан, вот с одной стороны обозначает убежище преступников, а с другой без него не мыслим один из самых известных праздников. Это вертеп. И праздник называется Рождество Христово, которым часто выносится, как во время представления, как ящик с куклами, который также называется вот этим словом. Ну и последнее веретено, оно практически не вызвало затруднений у ребят. Дальше, пятый вопрос. Пятый вопрос, он был несложный, но здесь можно отметить, что ребята не все были внимательны по отношению к формулировке вопроса. Вот здесь можно было разделить на две равные группы, и, кстати, это было выделено. У некоторых ребят были неравные группы, и даже в одной работе мы увидели 3 группы в соответствии с определенными критериями. И не увидели здесь, что есть подсказка в самом задании, что эти слова были связаны каким-то образом с глагольным управлением. Если бы ребята взяли вот и представили словосочетания с этими данными глаголами и посмотрели бы с точки зрения связи с существительными или с местоименными какими-то словами, то они могли бы очень легко заметить, что в первой группе есть приставки «заступиться», которые связаны, так, представляют собой сильное управление. Заступиться за кого-то, постучать по чему-то, предстать перед чем-то, сравниться с чем-то и так далее.
То есть здесь мы с вами видим сильное управление, сочетание приставки в глаголе и в предложно-падежной форме соответствующего предлога. А во второй группе такого не было. Только в одной работе, по-моему, вот это задание было абсолютно верно выполнено. Ребята предлагали здесь разные другие принципы компоновки материала. Некоторые давали по спряжению, с точки зрения переходности. Такие попытки были бы правильными, если бы примеры, которые здесь даны, укладывались с этой точки зрения в эти классифицирующие основания. Но, к сожалению, внутри этих групп не все было в порядке, поэтому эти работы мы не принимали как правильные. Здесь можно было 7 баллов получить. Шестой вопрос. Предложение со словами «столько же, сколько и». Так, ну об этом мы уже говорили. Сегодня 9 класс был точно таким же. Здесь аналогичный ответ. Так, теперь вопрос 7, пожалуйста, Светлана Степановна. Я сразу по 10 и 11 классу, потому что вопрос одинаково сформулирован для 10 и 11 класса. Итак, вот я уже начала говорить, что здесь приводятся некоторые сведения о науке нарратологии, то есть дисциплине, изучающей повествовательные тексты. Говорится о том, что рассказчик, описывая события, может находиться каким-то образом, располагаться по отношению к персонажу, рядом, внутри него или далеко от персонажа, и знать какой-то объем сведений. То, что знает обычный посторонний наблюдатель, сам персонаж и вообще все, что можно знать о происходящем. Это вторая позиция. И третья позиция – это говорить языком автора или языком самого персонажа. И дальше вот говорится о том, что по этим основаниям можно любой фрагмент повествовательный представить как формулы, типа, например, А1А, 2А, 3Б и так далее. И вот дети были предложены 4 предложения, причем предложения были одинаковые для 10 и 11 класса, и они должны были эти предложения как раз показать в виде формул. Ну, формулы я, наверное, зачитывать не буду. Есть они там, да? Вот. Были трудности некоторые, не все правильно ответили. Хочу здесь единственное сказать, что предлагалось, конечно, в задании привести эти формулы, но некоторые дети, их, правда, было немного, писали словами, описывали ситуацию, принимали мы эти ответы. Если ситуация была правильно описана, то принимали мы ответ. И было еще одно задание здесь. Второе задание. Предположите, какой фрагмент текста может свидетельствовать о том, что виртуальный рассказчик говорит не языком автора, а языком персонажа. Это нужно было отметить, что это 4-е предложение. И нужно было аргументировать ответ в качестве так сказать, присланного нам ответа. Дается только термин, не собственно прямая речь. Но ни один ребенок не назвал вот этот термин не собственно прямая речь, поскольку не собственно прямая речь сочетает в себе элементы прямой и косвенной речи, и в ней отражаются лексические и синтаксические особенности речи персонажа, но речь при этом передается не от имени персонажа, а от имени автора, то мы принимали ответы, где, несмотря на то, что термин, вот этот, не собственно, прямая речь не был назван, но когда вот эти две позиции назывались, что приводились некоторые примеры, которые передавали особенности речи персонажа, дети там называли лексические особенности, чертов мост, и называли вот эти вот предложения, часть, побудительное значение. Вот, и обязательно позиция, вот, что от имени автора это передается, тогда ответ принимается.
Ну вот и в 11 классе то же самое задание, те же самые примеры. Спасибо. Так, 8-й вопрос в 10 классе. Так, здесь у нас был маленький фрагмент древнерусского текста, который нужно было перевести на русский язык, на современный русский язык, учитывая, что значение глагола, которое вот промыслить, соотносится с современным. Человек же ты, добр и же полезное промыслит. Значит, мы принимали ответ правильный. Тот человек добр, в значении хорош, который полезное делает или полезными делами занимается. И снижали на полбалла, если только видели здесь, что полезно мыслит или только хорошо мыслит. Здесь вот идея дела, она не должна была потеряться. Ну, вот практически вот этот нюанс не удался. А вот во втором задании нужно было 3 группы по значению, указывая общее значение каждой группы. И перед этим нужно было показать, естественно, еще и словосочетание, чтобы показать значение вот этих всех слов. Здесь не все получилось. Нужно было указать общее значение, но не получилось четкости в группах, так как многие не связали с зависимыми словами, которые представлены были в словосочетаниях. И правильный ответ, модель ответа такая, что первая группа, она была связана со значением добывания, отсюда промысел, промышленный район, промышлять зверя, промышление зверя и так дальше. Третья группа, перескакиваю, понятно почему, глагол со значением думать, мечтать. Это верно отметили, помышлять о ночлеге. А вот вторую группу, значение забота о судьбе человека, предначертание судьбы человека, практически не выделил эту группу никто. Ну, очевидно, потому что не знали выражение точно, что значит промысел Божий или промышление Божье. Здесь можно было вот всего 8 баллов получить. Так, и в 10-м последнее задание, это 9-е задание, это фрагмент грамматического трактата 17 века. Естественно, грамматические воззрения, которые представлены были в этом грамматическом трактате, они несколько отличаются от современного состояния знаний по грамматике. И, конечно же, поэтому ребятам было достаточно сложно представить, но здесь были список слов, которые могли подсказать ребятам правильные ответы. Показываю модель ответа. Немножко ускориться, да? Модель ответа. Вы можете посмотреть эту модель ответа. И здесь вот перевод можно посмотреть. И за каждый верно заполненный пропуск по 1 баллу, повторы здесь не учитывались, и за это большое задание можно было получить очень много баллов, 23 балла, но оно было достаточно сложным. Это 10 класс. Переходим к 11 вопросу. Простите, к 11 классу. Первый вопрос, уже первый и второй вопрос Светлана Степановна уже прокомментировала. Переходим к 3-му вопросу. Так, вопрос номер 3. Здесь нужно сказать, что в характере словосочетаний, которые были записаны в соответствии с нормами русской орфографии и были изложены известным филологом Гротом, вот эти данные здесь задания, здесь практически все ребята уловили суть этого вопроса. То есть зависит от, выбирали окончание, зависит от рода имен существительных. Вот этот вопрос. И 4-е задание тоже было
выполнено правильно. Здесь было 13 баллов по этому большому вопросу. Так, вопрос 4. Здесь мы уже прокомментировали. Здесь то же самое, что и было в предыдущем. Со стихотворением Ходосевича «Мышь» и со словом «зверок». 5 задание для 11 класса. Это из Национального корпуса русского языка. Здесь одна и та же форма. 5 задание, пожалуйста, мне. Так, здесь одна и та же форма. И нужно было сказать, о какой глагольной форме идет речь. И нужно было показать, что это глагол «удаться». Только в 2 работах показали ошибочное образование вот исходных этих предложениях. Вот на указание этих ошибок мы отмечали 4 балла. Значит, если бы вы увидели, что глагол здесь правильный глагол «удаться», что сделать, то тогда смогли бы, наверное, правильно выполнить и 2 задание, то есть обозначить, каким образом все это происходило и почему возникли эти ошибки. Они возникли по аналогии. Они возникли, возьмите слово «есть», он съест, надо съесть, насытиться, объесться. Ну, еще можно другие слова взять, красться. Ну, если кто-то знал диалекты, то могли бы привести еще и диалектные формы. Вот 3 лицо дадут, дасти, дасть. Но это, конечно, было значительно сложно для ребят. Ну и 3 задание, тогда 2 устойчивых выражения, в которых эти слова проявляются, это «Бог весть» и «несть числа» или «не весть кто», «не весть что», «не весть куда» и так далее. То есть вот в 4 задании оно вроде бы было такое достаточно простое, нужно было выбрать правильное явление. И в самом задании вообще-то можно было увидеть и подсказку, наименование явления. И вот этим в основном здесь отметили как неправильный инфинитив. Неправильный инфинитив. Это не есть, это форма неправильная, а наименование явления здесь правильное. Аналогия как источник ошибки. Вот это должен был быть правильный ответ. Так, 6 задание. 6 задание, здесь были отрицательные формы. Здесь практически многие правильно все ответили. Увидели, что в некоторых есть основное отрицание предсказуемо «мне» и усиление этого отрицания с «ни». Например, Вася не скучает ни по кому. И в других отсутствие вот этого, например, этот разговор ни о чем будет продолжаться вечно. Здесь этого основного нет, то есть без этого главного значения. Вот эту особенность отметили в 1. Вот 2 интерпретации здесь были достаточно сложно отметить. Почему? Потому что все зависело от фразового акцента, как произнести с нисходящей интонацией и с восходящей интонацией. С нисходящей первое 7а – это прямое значение, то есть он вообще не говорит, ни про что он не говорит, он вообще не говорит. А во 2, очевидно, он говорит, но на несуществующие какие-то темы. Так, вопрос 7, это по нарратологии. Светлана Степановна, вы уже прокомментировали. Так, это то же самое. 8 тоже уже прокомментировали «Человек тот добрый, который полезное промышляет». Это мы тоже прокомментировали. Итак, остается 9 вопрос. Это тоже трактат 17 века с грамматикой и с различными словами, которые нужно было вставить. Вот еще раз показываю правильный перевод, который здесь может быть. Таким образом, мы прокомментировали
Очень кратко, конечно, потому что времени у нас совершенно было недостаточно. И постарались все-таки подчеркнуть как хорошие стороны в ответах ребят, так и некоторые ошибки, которые, к сожалению, были представлены в работах. Ну, а теперь, наверное, самое ожидаемое для наших участников – это итоги, так, которые отражены в протоколе. Он у нас… Так, сейчас вот здесь вот региональный этап. И здесь мы находим русский язык, очевидно, вот он, русский язык. Так, сейчас чуточку придется подождать. Так, и где у нас это всё? Так, не вижу я. Так, протокол, вот он протокол. Так, два раза. Так, и вот он высвечивается. Так, 9 класс, можете посмотреть. Так, пока отставание идет, да, там отставание идет, наверное, да. Так, сейчас мы немножечко подождем, чтобы на экране это все высветилось. Они видят, да? Так, показываю 10 класс. Посмотрите, пожалуйста, какие здесь у нас были баллы. Так, и, наконец, 11 класс. Мы поздравляем от имени организаторов и от имени нашего жюри всех участников с успешным выступлением. Ну и, конечно, особые поздравления нашим победителям и призерам. Татьяна Павловна, это еще у нас предварительные итоги. Согласно порядку нашему, мы подвели предварительные итоги, чтобы каждый участник мог видеть свои результаты. Далее, какой у нас план действий? В течение суток после завершения у нас разбора олимпиадных заданий нашего вебинара вы можете в индивидуальном порядке прислать запрос на показ работ. Это должен быть запрос от участника регионального этапа олимпиады. На этот запрос мы присылаем отсканированные варианты вашей работы уже с поставленными баллами, которые оценили члены жюри. Соответственно, вы можете посмотреть свои работы, и после того, как вы посмотрели, если вы в случае несогласия с выставленными баллами, вы можете подать апелляцию. Апелляция в данном случае подается в электронном виде. Есть бланк заявления, тоже в этой вкладочке он есть. Вы оформляете это заявление на имя председателя жюри с указанием причин несогласия какого задания, с объяснением причин. Соответственно, в течение суток после подачи апелляции председатель жюри и члены жюри рассматривают эту апелляцию, составляют протокол решения апелляционной комиссии и, соответственно, подводятся уже окончательные итоги только после рассмотрения всех поступивших апелляций. Свои предварительные итоги вы можете посмотреть на сайте регионального центра нашего по выявлению поддержки одаренных детей. На этом мы заканчиваем. Вопросы смотрю, не поступили. Еще один момент. Да, мы хотели бы, прежде всего, еще раз поздравить всех участников. Все-таки это был важный этап. И хотели бы сказать, что мы приглашаем вас и участвовать в других конкурсах, которые проводит Сыктывкарский государственный университет, и в частности кафедра русской филологии. Об одном из них расскажет Светлана Степановна, о другом я скажу. Пожалуйста, Светлана Степановна. Информация была разослана уже в сентябре, но еще раз хочу об этом сказать, что у нас уже стал традиционно проводиться конкурс научно-исследовательских проектных работ учащихся по русскому языку и литературе. Хотя мы объявляли этот конкурс как конкурс для старшеклассников, но нам присылают работы, начиная с 6 класса. В прошлом году были работы. Естественно, все мы оцениваем, поэтому пусть это будут дети любого класса. Значит, проектные работы по русскому языку и литературе. Это могут быть учащиеся школ, и нам присылают работы и колледжи, то есть профессиональных учебных заведений, училищ, не только по Коми. Участниками у нас являются уже и Вологодская область, и Архангельская область. До марта, я не помню сейчас точно до какого числа, в марте принимаются работы, а на весенних каникулах в марте там у нас конференция назначена.
уже очная конференция в Сыктывкаре, но это только для, естественно, прежде всего для городских наших детей, ну и из других районов представителей мы тоже ждем, конечно же, но даже если представители других районов, городов не смогут участвовать лично, то кроме очной конференции проводится еще и заочный конкурс, но это только для не сыктывкарцев. Сыктывкарцы обязательно выступают у нас в университете. Всю информацию можно на сайте университета найти. Спасибо. Приглашаем вас. И приглашаем на второй конкурс проектных и исследовательских работ, который у нас будет посвящен Дням славянской письменности и культуры. И мы традиционно подводим итоги 24 мая, в день этого праздника, а также приглашаем участвовать в нашем поэтическом марафоне, который состоится в День русского языка, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он уже у нас стал традиционным. Поэтому думаем, что мы с вами еще не один раз встретимся. Желаем вам самых разных успехов во всех ваших делах. Спасибо за внимание. Точно в час. Как же час, когда? Я туда смотрю. Может быть, точно в час. К сожалению, ни одного вопроса не поступило. Не только учиться. Детские свои детей работают. Ну, может, тогда Пришлите мне на сайт регионального центра тоже. Хорошо, да, замечательно. Вторая, это пока еще не, она будет в феврале только представлена, второй конкурс. На сайте будет университета, я тогда вам пришлю. На нашу личную почту. У нас вот есть в нашем конкурсе тоже. Я вам Интересно. отправляю. Но я не могу сказать.